буду разговаривать. До свидания. Я просто вызову полицию. Приезжайте в нашу страну. Нашу страну. Так, я говорю, так. Нашу страну. Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому Так, пришел вот так, этот язык, вот так, весь вот этот, так, пошел. да. Вот это, нам всем это слушать как? Почему Вам? мы должны это слушать? А вы это кто? Объясни. Вот мы люди. А вы не думаете, что я россиянка? Девушка, зачем руки распускаете? Она меня ударила. Зачем руки распускаете? Зачем? Все. Сейчас я вот это вот лицо, короче, меня убьет. И вот эта вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины. Ты меня снимаешь, сейчас тебя болю, реально. Вот, Ты что снимаешь меня? снимает, да? На мусульманку в хиджабе нападает двое контролерш в автобусе. Одна из них нападает сзади, начинает ее душить. Водитель блокирует двери, то есть устраивает целый спектакль. И вопрос тут, из-за чего? Что она сделала? У нее был билет, она ничего не нарушила. Ответ очевиден. Из-за ее образа, из-за хиджаба, из-за нацизма, который в этот момент проснулся в их грязных сердцах. Знаете, они кричат с пеной у рта о законе. Так какой закон и какой канон позволил им вот это вот отвратительное поведение, чтобы они применяли физическую силу? Знаете одно, что если мы будем на это все закрывать глаза и молчать, вот этот нацизм он будет еще больше распространяться, вот это зло будет распространяться, и это приведет лишь только к расколу и к межнациональной и межконфессиональной ненависти. Давайте же мы с вами максимально распространим вот это видео, чтобы привлекли этих двоих к уголовной ответственности. Давайте посмотрим вот это видео. Коренной москвич. А вас он приезжал. И наших, и ваших, Подождите, и всяких причем тут приезжал. москвичка, Вы не настолько москвичка? к нам невнимательны, вы нас просто гнобите. Подождите, почему вы такие вещи говорите? Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет. Вы опоздали на прием. И что? Ну, насколько опоздали? На 20 минут. Ну все. Я Вы все с ней... время опаздываю. Ну это И же... когда я опаздываю, Подождите. меня русские врачи принимают. А что, врач, если вы с этим не согласны, вы можете перекрепиться, найти себе русского участкового. Да, конечно. И как вы относитесь к русским? Тоже Как я отношусь к русским? Вот так вот. Ну как? Я Ну, вот лечу так вот русским. я хочу, чтобы здесь работали русские, лечили русских русские. Ну, если вы так хотите, вы можете Да, поднять я этот хочу. вопрос. Почему я не могу работать там, где я хочу? А что вам не жить в своей Чечне? А? Ну, почему я должен там жить? Ну почему? Я же там, что там... Я задаюсь вопросом. Тетя, ты вообще с какого тополя рухнула? Ты откуда взялась? Я всегда опаздываю, меня всегда принимают русские. Русский, уважающий себя человек, с образованием, пунктуальный. Тебя бы выкинул с кабинета, сказал, пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда, приходи вовремя. И правильно сделал бы. На 20 минут опоздать. Возможно, там была очередь. И если тебе нужен русский врач, ты записывайся. Там все черным по белому написано имя, фамилия, отчество врача, который тебя принимает. Не надо приходить и свою желчь выливать на врача, который 7-8 лет отдал учебе, потом пришел лечить людей. Если тебе экстренная помощь нужна, она тебе нужна, но не в больнице, а вот для вот таких людей. Есть специальные реабилитационные центры, чтобы для таких, как ты, лечить. И нацистов тоже. Откуда приехал, что ты у себя не работаешь. Тебе какая разница, где человек работает? Человек работает, да даже если менеджером убирает улицы, какая разница? Человек врачом работает. Это профессия нацию и религию не выбирает. Одна и та же задача у русского, нерусского, православного мусульмана спасти человека, вылечить. Но тебе, тетя, этого не понять, потому что у тебя бум-бум. Вот что у тебя в голове. Врачей надо уважать. Врачей надо, какая разница, какой он нации, какой он религии. Это человек, который лечит. Его задача вылечить. Не надо свою желчь выливать у врача тем более. Вылей у себя дома, попробуй на своего мужа. Потом посмотрим. Обычного таксиста просто так обвинили в том, что он приставал к девочке. Смотрим видео. Потому что я сама водитель, 132 рост у нее. Я знаю, что можно, пристегиваешь и все. Давай, 132. Я не могу больше вызвать, у нас телефон сел. Ну, я тоже вас не могу. Ну как все везут, вы не можете, вы что меня разводите? Да, я не Поехали могу. в полицию, скажу, можно или нет? Поехали. Нет, я не повезу вас. Езжай, езжай.
Давай, я оплачиваю, езжай. Не надо, я не хочу лишних проблем. Понимаете? Меня сейчас ГПСник остановит, он с вами разбираться не будет. Будет со мной разбираться. Нет, он со мной будет разбираться. Где Он на просто шее? пассажир. Где? Вот шея, вот. Это плечо. Пристаешь к ребенку, педофил. Давай. Полицию вызову. Удали видео. Удали видео. Я сейчас вызову. Я вот понять не могу. Вот хорошо, человек приехал, мигрант, работает, не хочет нарушать законы Российской Федерации. Его тут же обвиняют в том, что он приставал к девочке, что он наркоман, что он террорист. Я не знаю, сколько ярлыков. Это баба, я по-другому назвать ее не могу. Это не баба, это вообще чудовище какое-то. За то, что он не хотел нарушать законы Российской Федерации. Я вот вообще понять не могу этих людей. На что вы обижены так на жизнь? Что в вашей жизни произошло, что вот вы вот этот свой понос выливаете на других людей? Да, есть закон, он не хочет его нарушать. Потом, не дай бог, что-то случится, авария, либо гаишник остановит. Проблемы будут у водителя. Ты же не будешь говорить ему, если потом машина разобьется, что-то случится с твоим ребенком, если ты за то, что он тебя не отвез своим ребенком, столько ярлыков навешал. Да если бы что-то случилось, ты бы его, наверное, скорее всего, вообще казнить захотела бы. Истеричка конченая. Ведите себя нормально. Если вы едете с ребенком, вызывайте такси с детским креслом. Если вам плевать на своих детей, это ваши проблемы. Не всем плевать. Возможно, даже этот таксист переживал за твою дочь. И еще кого она вырастила, ходит там, что-то истерит, кричит, вызывайте полицию, вызывайте. Так какая мать, такая дочь вырастет. Все, ничего хорошего из этого не выйдет. Что тут у нас? Губернатор этот же берет и говорит, давайте Курбан-Байрам сделаем праздником. В этом живет 80% русских людей. И вот им нужен Курбан-Байрам. Ничего не меняется. Все так же. Все старые настройки остались. И что? Сделали выходной. И что дальше? Что? Страна рухнула бы, экономика рухнула, медицина, люди начали бы погибать. Что произошло бы от того, что сделали выходной день? Нам, например, не нужен официальный выходной день, чтобы праздновать свой праздник. Праздник достал, все бросаем, занимаемся празднованием своего праздника. Ну вот теперь вот я к русским обращаюсь, адекватных очень много. Смотрите, мужики, прикиньте, вот выходной день в Ставропольском крае объявили. Что можно было сделать? С мужиками поехать на дачу, на рыбалку, в гараж поехать, там сосиски пожарить, что-то поделать, машине покопаться, с семьей провести время. Может, у кого-то ребенок родился в этот день, выписка, может, частную поликлинику надо, книгу почитать, я не знаю, ну, что, вот, и шкаф собрать, разобрать, что-то сделать полезное, конечно же, можно, да, можно. Так вот, объясните этому человеку, что люди работают, и им нужен выходной, чтобы своими делами заняться. Этот день был бы выгоден, наоборот. Но нам от этого и не хорошо, и не плохо. Конечно, спасибо большое губернатору, да, за то, что вот так вот хотел проявить такое внимание, но отвечаю, сделать выходной, не сделать, мы все равно праздновали бы. Но я, например, как мусульманин, когда жил в России, я пользовался тем, что есть Новый год, там 8 марта, 9 мая и так далее. Был выходной день, я проводил с семьей время, в гараж ездил, с пацанами встречался. Я находил для себя дело. Так вот этому человеку объясните, что это то же самое. Ничего плохого не было бы в этом. Для вас, мужики, тем более, кто-то в спортзал пошел бы, ну, нашли бы себя чем занять полезным. Я же правильно говорю, я же в чем-то, если я не прав, вы можете мне написать в комментариях, если я не прав. Нормальный мужик нашел бы в этот день, чем себя занять полезным. Как минимум с семьей побыть, да, либо там с друзьями побыть. Вот объясните этому человеку, что есть люди русские, которые работают, им нужен выходной, в любом случае, любой выгодой.